Коротко, лаконичная инструкция от рефери поединка Станислава Новицкого. И все готово к началу титульного поединка. Средняя весовая категория. Владимир Минеев против Даурена Ермекова. Поехали. Неторопливое начало и мидл-киков пробивает Даурен Ермеков. Изначально предполагалось, что Даурен постарается навязать борьбу. Пойдет подбор дистанции. Минеев действует четко. Ждет агрессивных действий со стороны соперника. Присматривается, хочет понять, какие именно скоростные данные у оппонента. Но Владимир не просто базовый кикбоксер. Он в свое время был настоящей звездой ударных видов спорта. И только потом начал заниматься смешанными единоборствами. Поддавливает, заставляет Владимир соперника нервничать. Вот так вот незаметно, да, инициативу прибрал к своим рукам Владимир Минеев. Да. Причем ждать он может довольно долго. Вспомним предыдущий поединок против Артура Пронина, когда почти целый раунд выжидал Минеев и затем одним ударом соперника, в общем, отправил в нокаут. Неплохая серия от Минеева, завершающий блок-киком по внешней стороне. Старается аккуратно забирать эпизод за эпизодом. Владимир Минеев не рискует. Действует очень собрано. И пока даже ни одной попытки не то что перевести, просто пройти в корпус, близиться со стороны Даурена мы не видим. Но когда речь идет о выступлениях на высоком уровне, даже спортсмен, который собирается, в принципе, бороться в том или ином поединке, сначала проверяет тоже оппонента в стойке. И если в стойке удается зацепиться, там идти в размены, находить разные эффективные варианты, оттуда уже переходить в борьбу. А здесь получается, что Минеев действует настолько эффективно, что пока что Ермеков не в своей тарелке находится в стойке. Лоу-кик. Очень жесткий. Судя по всему, повреждение серьезное Даурен получил. Да, своевременный удар. Бэкет пробивает. Тут же Ермеков проходит в корпус. И посмотрим, избежит ли Владимир Минеев борьбы. Принципиально важный момент в этом противостоянии. Первый раунд, еще много сил. Владимир развернул соперника спиной к сетке. И вы знаете, очень меланхолично и спокойно за этим поединком наблюдает Магомед Исмаилов. Но мы слышали, что он говорил на студии. Комета считает Даурена фаворитом этого противостояния. Энергозатратный клинч. И вообще функциональная составляющая может стать ключевой. Да, в поединке Исмаилова и Минеева устали оба. Был такой момент. Да, но сейчас прессингует в стойке Владимир Минеев. Дает. Сушит бедро. Разрыв дистанции. Да, здесь была задача не просто выйти из клинча, но сделать это, в общем, с минимальными потерями. И отличная серия с рук от Владимира Минеева, завершающий правый прямой. Апперкот зашел не на все 100%. Очень важно сохранять свежесть. Эпизодически может показаться, что Минеев застаивается, но старается все контролировать. Реакция на уровне. Поддавливает Владимир, лоу-кик. Вновь по многострадальной левой ноге Даурена Ермекова. Жесточайший правый прямой сейчас. Отличное попадание. Вы знаете, эти лоу-кики пробивает невероятно точно Владимир Минеев, потому что даже покраснение в конкретном месте между бедра у Ермекова появилось. Фронт-кик. Разложки нет, не стал добавлять. Левый боковой. Серия обманных движений. Правым пытался пробить, левым боковым сейчас Даурен Ермеков. Осторожный лоу уже по внутри и вновь по внешней. Все правильно делает Владимир Минеев, подбивает ноги сопернику. И так уже замедлился Ермеков на самом деле. Безболезненно перейти к борьбе не получится у Даурена сегодня. Да, принял лоу-кик, попытался достать правый прямой соперника Владимир Минеев. Концовка раунда, хай-кик падает.
делает Даурен Ермеков и включается Владимир Минеев. Все-таки перерыв, судя по всему. Да, отличную серию срок пробил Владимир Минеев. Ждем раунд под номером 2. Володь, Винсент. Секунданты, бойца вытираем, быстрее. Итак, заканчивается перерыв. Поколдовали Казманы в углу Даурена Ермекова над его левой ногой, но там по-прежнему серьезное покраснение. Рвется в бой буквально Ермеков. Так, второй раунд. По-прежнему сосредоточен на Владимир Минеев. И заход. Да, здесь с самого начала решил, пока еще сил много, решил рвануть вперед Даурен. Но не получился проход. Хорошо коленями отработал Минеев. Апперкот. Отличный тайминг, все видит Минеев. И по внутренней, и по внешней продолжает пробивать Владимир. Отбивает левую ногу очень методично. Стойку при этом не меняет Даурен. Хотя, возможно, вынужденно придется все-таки это сделать. И сейчас психологически очень тяжело должно быть Даурену Ермекову. Но ничего не получается практически у спортсмена из Казахстана. План на бой, судя по всему, был в том, чтобы все-таки сделать ставку на борьбу. Но эта ставка не работает. Идет вторая минута второго раунда. Стойки соперник явно быстрее, грамотнее, сильнее. Нога отбита. И при этом Минеев действует в энергосберегающем режиме. Лишних сил не тратит. Прекрасно понимает, что дистанция длинная, пятираундовая. Да, уже сложновато опираться на левую ногу Даурену. И хайкик он выбрасывает. Возможно, начнет совершать ошибки. Хайкик уже от Минеева. Не хватило некоторых сантиметров. Жесточайший размен, причем пошел уже, рискуя в этот размен Даурен Ермеков. А ему придется это делать. Минеев постепенно наращивает давление. Одиночный правый зашел у Владимира. Минеева. Да. Сейчас есть шанс у обоих. Остановился или нет Владимир Минеев? Завели спортсмены, вот это да. Да, начал попадать Даурен. Это шикарное попадание было, да. Очередной лоу-кик от Минеева показал правый прямой, бить не стал, правый по корпусу. И тут же взорвались буквально все секунданты Даурена Ермекова. Что, похоже, остановился Минеев. Середина раунда. Прессинговать Владимир. Лоу-кик. Попытка прихватить ногу не увенчалась успехом. Правый через руку. Стойка. Навстречу оба удара получились точными. И вновь взвинчивает обороты Минеев, сближается. Еще один лоу-кик. Просто разобрал на запчасти левую ногу. Спортсмен из Казахстана, супермен панч нет, фактически не получается. Здесь очень важно не заигрываться Владимиру. Один удар он очень серьезно в этом раунде пропустил. Чуть меньше 2 минут до окончания второго раунда. Старается Ермеков грамотно встречать. Хороший джеб у него. Апперкоты пошли в ход сейчас от Минеева. Но опять же, 3-4 удара, не больше. Не заигрывается Владимир. Колено навстречу. Но из
сил уже нет у Даурена включиться в проход, потому что сейчас, обратите внимание, был захват под одну ногу, но продолжить атаку Даурен не сумел. Сейчас прихватил за ногу вновь. Ударов от Владимира. Да, хитрит от Даурен Эрмеков. И пропускает целую серию. Клинч, стойка. Да, насколько же методично работает Минеев. И сейчас вновь серия попаданий по корпусу. Просто заставляет уйти в глухую оборону Даурена Эрмекова. Владимир Минеев. Секунду это напомнил, как Матремеленко работал по Мальдонадо в одном из эпизодов. Мало пространства за спиной. Пытается идти в борьбу Даурен. Не получается. Отдает спину и включается Владимир Минеев. Закрывает голову Эрмеков. Внимательно наблюдает за происходящим Станислав Наицкий. 30 секунд. Уже мало времени в этом раунде. Ну что, завершит сейчас все Минеев или нет? Активная оборона. Можно здесь работать и локтями. Похоже, мы с вами все-таки увидим третий раунд. Последние секунды второго, и просто спасается уже Даурен Ермеков. Жоган Жумагулов так тревожно зашел в клетку, прекрасно понимая всю тяжесть положения своего сокомандника. Смотрим повторы. Один раз дала сбой машина под названием Владимир Минеев, потому что Вот именно такие аналогии у меня возникают в этом поединке. Да, второй раунд. И здесь на грани катастрофы находился Даурен Ермеков. Владимиру Минееву, ну, с одной стороны, можно сказать, чуть-чуть не хватило, но с другой стороны, он очень разумно и грамотно работает. Не тратит лишней энергии, как вы, Алексей, отмечали. А еще раз отметим, почему пояс вакантный. Дело в том, что Роман Копылов, экс-чемпион Fight Night Global, ушел в UFC. Пояс остался свободным. И сейчас мы совсем скоро узнаем, кто уже будет его следующим владельцем. Ну, напомним, что формат пятираундовый. Сейчас третий отрезок начинается. Да, и бойцы соперничают только за пояс Fight Night Global. Пояс чемпиона GFC Даурен Эрмеков. Так он не ставит. Ну, какой удар от Минеева. И нет, не стал он сближаться. Вновь 4 удара и на дистанцию. Заставляет Владимир раз за разом уходить соперник в глухую оборону. И когда тот перекрыт, разрывает дистанцию. На ближней просто сумасшедшую скорость включает Владимир. Лоу-кик. Еще раз справа, но уходит с линии атаки Даурен Ермеков. Серия и пробивает правый прямой. Точно в цель Владимир Минеев. Даурен не потрясен. Джеб. Застаивается Даурен. Правый прямой на мидл-кик. И еще одна комбинация. Какое-то непробиваемое колено у Даурена. И разнообразно работает сейчас Владимир Минеев. Да, просто какое-то колоссальное количество ущерба принимает Даурен Ермеков. Во втором раунде очень много пропустил. В третьем продолжается та же история. Очень хорошо, функционально подготовлены все ребята из команды Орлан ММА. Колено на ближней дистанции. Отличный мидл-кик в области селезенки. Застаивается Даурен. Корпусу по ребрам, коленом догоняет и начинает забивать. Подключает локтем Владимир Минеев. Туда же, через блок. Не жалеет сил, пытается отмахиваться Даурен Ермеков. И вновь по корпусу, по печени сдвоен, апперкот. Настоящее избиение, но Ермеков бьется, да не ломается. Вот это бой. Забивает буквально сейчас у калитки Владимир Минеев соперника. Станислав Новицкий проверяет вообще на готовность.
брутальный футбол. И Станислав Черчесов был гостем на студии. И Владимир Минеев, если честно, мне сегодня напомнил сборную Германии по футболу в лучшем ее варианте. Механистично, машиноподобная, абсолютно беспощадно с первой до последней секунды. Да, был один момент, когда Даурен Ермеков сумел Владимира потрясти, но все остальное, каждую минуту боя выиграл Владимир. Блестяще. Да, как Левандовский ничего не транжирил и все довел до ума. Да, и также вот вспоминаются первые бои Владимира Минеева, когда он только перешел с кикбоксинга, насколько он вырос, насколько тактически стал грамотным. И вот сейчас абсолютно не лукавя, я могу сказать, что Владимир Минеев один из лучших средневесов нашей страны. У нас вообще со средним весом проблем нет, на самом деле. Причем это касается очень-очень многих ребят. Буквально на днях Ильяс Хабхизриев подписан в Лигу UFC. Он идет без поражений, выиграл на Dynamite Contender Series. Есть Анатолий Токов, есть, конечно же, Магомед Исмаилов и Владимир Минеев. У них своя история. Есть Роман Копылов, есть Рамазан Имеев. В общем, у нас из россиян можно такой ростер собрать средневесов, что мало никому не покажется. Просто гран-при можно сделать мирового уровня. Так что это одна из самых конкурентных весовых категорий с участием российских спортсменов в разных организациях. И чемпион ИСИ Ислам Абдурахманов про него тоже, как же можно забыть. Да, есть еще один момент. Вот мы сегодня видели много спортсменов, которые делают ставку на борьбу и в этом аспекте просто перемалывают соперников. И главный, наверное, пример такого бойца — это Хабиб Нурмагомедов. Владимир Минеев превосходит большинство своих оппонентов на голову в стойке, учитывая его прошлое кикбоксинга. Но он научился настолько круто, настолько великолепно защищаться от тейкдауна, что базовые борцы, люди, которые привыкли именно делать ставку на борьбу, смотрятся против него зачастую беспомощно. Это не относится, конечно, к Магомеду Исмаилову, но вот сегодня это можно сказать о Даурене Ермекове. Сейчас Александр Загорский объявит победителя. Дамы и господа, рефери поединка Станислав Новицкий остановил бой через 2 минуты и 16 секунд третьего раунда. Техническим нокаутом, внимание, одержал победу и стал чемпионом Fight Night Global в среднем весе Владимир Волшанин. Наконец-то Владимир Минеев завоевал титул чемпиона Fight Nights Global. Вообще Владимир — это системообразующий человек для промоушена Камила Гаджиева. И он всегда им был. И вообще таких людей немного. Давайте посмотрим еще раз, как это было.